Вторая половина 40-х годов XIX века стала для имамата горцев Чечни и Дагестана переломной, не в их пользу. После поражения в Дарго Воронцов предложил императору новую стратегию ведения войны. Теперь командование вернулось к методу планомерного закрепления на захваченной территории. В это время Шамиль проживает в основном в Чечне, а во второй после Дарго столицы имамата – Ведено. Населенный пункт Ведено находится в 20 километрах восточнее Дарго, старой резиденции Шамиля. Ныне Ведено – центр одноименного района Чеченской Республики. После сожжения Дарго в 1845 году свою вторую столицу Шамиль-имам основал в районе селения Дышни-Ведено. Именно на этом пустыре когда-то и находилась вторая столица имамата. В Дагестане в 1850-х годах российские войска применяли ту же тактику, что и в Чечне. Строительство дорог, постепенное закрепление на подконтрольных Шамилю территориях. Это была эпоха строительства новой военной линии в глубине Чечни. В свою очередь, Сунжинская линия Ермолова оставалась уже в тылу. Таким образом, командование блокировало одну местность за другой. Так, например, в селении Чахкери, которое находилось напротив старых атагов, на самом берегу реки Аргун в 1844 году было построено укрепление Воздвиженское. Во время гражданской войны оно будет полностью разрушено. В 1946 году было заложено укрепление Ачхойское, в 1948 году Урус-Мартановское. Находилось оно в самом центре нынешнего города, теперь здесь стоят административные здания. В 1952 году был построен Гихинский форт. Было множество и других, более мелких укрепленных пунктов и редутов. Таким образом, командованию удалось вплотную приблизиться к так называемым Черным горам. Новую череду укреплений военные назвали передовой чеченской линией. Горцы все больше и больше теснились, оттеснялись в сторону гор, освобождались плоскостные земли. Российское командование решило, что главным направлением наступления на Шамиля должна стать Чечня, ставшая оплотом имамата, источником не только людских ресурсов, но и материальных, благодаря своей плодородной равнине. Чечню до этого когда-то называли хлебным оазисом Северного Кавказа. Настолько он был богат, силен. Строительство царских укреплений на равнине, в свою очередь, стало возможным благодаря рубке лесов, созданию просек. Конечно, на протяжении всей Кавказской войны командование уделяло этому огромное внимание. Однако теперь рубка вековых чеченских лесов стала одним из самых приоритетных направлений. Мощный такой лес. Сейчас трудно представить эти деревья. Мы-то думаем, что это деревья были такие, как сейчас, но там описывают, топор даже не брал. Некоторые такой огромной величины были, что их надо было взрывать. В первую очередь началось создание просек в Малой Чечне, то есть западной, на территории нынешних Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского и Сунжинского районов. В 1845 году генералы Фрейтаг и Нестеров приступили к рубке Готинского и Гихинского лесов. Начиная со второй половины 40-х годов XIX века кавказское командование активно приступило к рубке лесов по всей равнинной Чечне. Это облегчало переход войск из одной части в другую, а также открывало доступ к чеченским аулам, которые до того считались недоступными. Именно создание просек ускорило покорение сначала Малой Чечни, то есть западной, а потом и Большой, то есть восточной. К слову отметить, со временем значительная часть этих самых просек превратилась в автомобильные дороги. С этого же времени российские власти стали переселять местное население поближе к Тереку и Сунжи, в покорные аулы. За сравнительно короткое время Фрейтагу и Нестерову удалось переселить до 3000 семейств. Если допустить, что в каждой семье было по 5 человек, то было переселено не менее 15 тысяч человек. Они были расселены вблизи российских укреплений: Назрань, Грозное, Воздвиженское, Нестеровское, Ачхойское и других. Царские войска планомерно шли дальше и отрезали у имамата части, разоряли чеченцев. Весной 1846 года Шамиль попытался расширить базу вооруженного выступления за счет привлечения на свою сторону адыгов. В середине апреля он прорывается через Сунжинскую линию и с 10-тысячным отрядом появляется в Кабарде. Он рассчитывал присоединить к имамату Осетию, Кабарду и Черкесию, но не находит здесь необходимой поддержки. Однако имам произвел много шума в казачьих станицах. В своем рапорте наместнику генералу Воронцову начальник чеченского отряда генерал-лейтенант Лабынцев докладывал по поводу прорыва Шамиля в Кабарду.
Я принял смелость изложить вашему сиятельству мои опасения насчет наших линий обнаженных. Во время вторжения Шамиля в Кабарду я был свидетелем, как жены и дети целых казачьих станиц, не имея войска для своей защиты, бросив свои дома, в 25 верстах от них кочевали бесприютные в непогоду. Не меньшей тревоги подверглись и жители Георгиевска и Пятигорска. Я не мог скрыть это от вашего сиятельства и не сказать, в каком тревожном напряжении находится наше селение. Шамиль, не найдя поддержки, был вынужден вернуться в Дагестан, где он продолжает активные действия. В сентябре он совершает поход в Акушу, одно из даргинских обществ. Против Шамиля были брошены отряды, которые нанесли имаму поражение. В целом же Шамиль пока еще действовал с переменным успехом. Например, в 1847 году Воронцов не смог взять аул Гергебель и вынужден был отступить. Аул был захвачен в 1948 году после месячного штурма. В то же время Шамиль призывал к активным действиям чеченцев. В своем письме к наибам Чечни в начале 1947 года имам пишет: «Если вы, выставив всех совершеннолетних, вступите с ними на войну, то вы славные люди. Но если вы не обратите внимания и уклонитесь, то вы потеряете тот ваш авторитет и геройскую славу, которые перешли к вам с давних отцовских времен. И Аллах разгневается на вас, и это для вас большой ущерб. Тогда и народ бросит вас». Надо отметить, что горцы не раз обращались за помощью и к турецкому султану, причем не только при Шамиле, это делали и его предшественники, но, как всегда, безрезультатно. Султан мог помочь только обещаниями и в крайнем случае отправкой на Кавказ своих агентов. В целом же о военной помощи речи быть не могло. Турция и без того была в тяжелом положении. Письмо кадиев и ученых Дагестана султану Турции, 1847 год. «Мы убедительно просим великого султана, предводителя правоверных, обратить свой ясный взор на бедственное положение наше и оказать нам помощь войском и боеприпасами. О великий халиф, ждем твоего заступничества, да поможет тебе Аллах». Шли слухи, что Турция поможет, там Англия что-то такое, там другое, третье. На Англию надеялись и так далее. А потом поняли, что никто в мире, значит, с Россией воевать особенно сильно. Попытаются помочь, там, проповедника прислать, что-то перебросит. Во второй половине 40-х годов XIX века в Чечне не происходит крупных военных столкновений. Тем не менее, царские войска продолжают систематически разорять чеченские аулы, будучи в основном заняты прокладкой дорог и строительством новых укреплений и казачьих станиц. В конце декабря 1846 года Фрейтаг разорил алдынские хутора, расположенные между реками Гойтой и Рошней. В январе 1947 года генерал Нестеров произвел нападение на хутора по реке Аси и прорубил туда просеку. При этом нередко повторялся дади-юртовский сценарий времен Ермолова, правда в меньших масштабах, когда мирное население аулов полностью истреблялось. Таким образом, проводя планомерное систематическое наступление на Чечню, кавказское командование, однако, не отказывалось и от отдельных ударов с целью устрашения чеченцев. Эта тактика была продолжена и в 1848 году. С января по февраль 1949 года царские войска совершили еще несколько походов в Чечню. И так продолжалось из года в год. Военные действия 1850 года начались в январе с набегов генерала Николая Слепцова на аул Датых, расположенный на реке Фортанги. В феврале царские войска наносили удары по Малой Чечне, истребляя чеченские хутора и села по рекам Сунджи, Мартанки, Гойте и Рошни. Шамиль прекрасно понимал, какую опасность представляло собой строительство просек и дорог в чеченских лесах. Это давало полную свободу действий и мобильность царским войскам. В свою очередь он попытался противопоставить им сооружение завалов и строительство укрепленных пунктов. Наиболее значимое укрепление на Чеченской равнине по приказу Шамиля было построено в 1850 году на дороге, которая вела к одному из крупнейших чеченских селений – Шали. И называлось оно Шалинский окоп. Рапорты военных были полны подобными описаниями. При самом отчаянном сопротивлении некоторых большинство, застигнутое врасплох, полунагими, стар и млад, женщины, дети, грудные младенцы утонули в своей крови от остро наточенных штыков, никого не помиловавших, не пощадивших. И вот бывшие замечательные пахари, строители постепенно превращались в воинов, мстителей.
Одновременно с начала 50-х годов кавказская администрация начала применять и невоенные методы покорения горцев. Это была инициатива наместника Кавказа Воронцова, который считал, что торговля является одной из самых эффективных средств в утверждении влияния России среди горцев. По мнению наместника, торговля должна была обеспечить устойчивые пророссийские настроения. И он был прав. Экономические связи не раз улучшали отношения между горцами и командованием, как до Ермолова, так и после. Воронцов хотел дать горцу почувствовать все выгоды товарообмена с Кавказской линией. С 1850-х годов начались попытки наладить регулярные ярмарки около крепости Грозная, куда со своими товарами собирались горцы со всей Чечни, в том числе из районов, подвластных Шамилю. Правда, продавать горцам не разрешали, например, железо и сталь, дабы они не имели сырья для изготовления оружия. За исключением стратегического оружия, царское правительство, особенно при Воронцове, пошли навстречу торговым отношениям, давали возможность вести торговлю. Тяга к мирной жизни простых людей симптоматична, и всегда можно выпячивать и говорить это явление желания людей к миру. Воронцов начал и агитационное наступление против Шамиля. По его указанию горцам рассылались прокламации, в которых наместник призывал прекратить поддержку имама. «Религия ваша, шариат, адат, земля ваша, имение ваше, а также все имущество, приобретенное трудами, будет неприкосновенной вашей собственностью и останется без всякого изменения». Своими прокламациями Воронцов способствовал усилению существовавшей в горских обществах оппозиции Шамилю. Эти прокламации вряд ли были бы восприняты горцами в 30-е и 40-е годы, но в начале 50-х годов чеченцы и дагестанцы начинают постепенно отходить от Шамиля. Все устали от войны. Власть Шамиля, конечно, признавали не всегда и не все, особенно уже во второй половине, даже в начале 40-х годов. Ведь Шамиль создавал свое государство, и далеко не все были согласны подчиниться. Все почти шло на войну. С одной стороны грабили царские войска, с другой, значит, надо было все больше и больше выделять для содержания войска, для ведения боевых действий. Для крестьян это было обременительно. Есть данные, что как-то горцы решили призвать Шамиля пойти на мир с Россией. Однако не решились обратиться к нему напрямую, а попросили его мать передать пожелание имаму. Так вот, Шамиль, значит, пришел в бешенство от этого, и даже мать, значит, приговорил к 100 ударам плетьми. Но матери нанесли всего лишь несколько ударов. Дальше Шамиль снял с себя, до пояса обнажился и сказал, значит, тому, кто осуществлял это наказание: если плохо будешь меня бить, если не все силы, я тебя накажу. Вообще есть множество данных о том, как имам подавлял восстание дагестанцев и чеченцев, когда они не желали подчиниться, например, войти в состав имамата со всеми вытекавшими отсюда последствиями, или отказывались принять шариат. Что касается Чечни, то известно, что по его указу было подавлено восстание в высокогорном обществе Чеберлой, ныне это территория Веденского и частью Шатойского районов. Есть данные, что было восстание даже в высокогорном обществе Масти, ныне это пограничная зона Тумкалинского района. Предания гласят, что руководитель восстания, Масти Джакоула, был обманом вызван из Грузии, где он скрывался, и убит. Иными словами, таких примеров немало. Конечно, далеко не все наибы отличались честностью, они не получали содержание из государственной казны, а должны были пользоваться установленной частью налогов. В результате они нередко злоупотребляли властью для личного обогащения. Некоторые наибы Шамиля действительно стали на место феодалов, начали там лишние повинности, начали тоже грабить. Шамиль боролся с этим. Нельзя думать, что Шамиль поощрял самоуправство некоторых наибов. Есть данные, что один из наибов Шамиля по имени Шуаиб Мулла Цантароевский, который управлял в частности селением Цонтари, ныне горного Нажаюртовского района, имел у себя в собственности 4000 овец, 500 голов крупного рогатого скота и многое другое. В результате он был убит местными жителями, восставшими против него. В свою очередь за самосуд Шамиль покарал мятежников. Это произошло в первой половине 40-х годов. Недаром тогдашний наместник Кавказа Нейтгард в своей прокламации 1844 года
призывал горцев покориться, припоминая им все жестокости Шамиля. Шамиль обременил вас тяжкими налогами и подвергнул все население презренному игу своего самовластия, который объявляет себя вашим защитником и покровителем, а между тем знаменует везде свое присутствие только казнями и разорением. В Казикумухе, в Аварии, в Андии, в Шамхальском владении и, наконец, в Ичкерии, где он так бесчеловечно и вероломно истребил все народонаселение аула Цонтари, не исключая ни старцев, ни женщин, ни детей. Неизвестно, насколько преувеличивал Неидгард, однако фактом остается то, что тогда несколько аулов нынешнего Нажаюртовского района были действительно жестоко наказаны за убийство Шуаиб-Муллы и в целом за мятеж. И Шамиль очень жестоко наказал, даже, говорят, наказал в соседнем селе тех, кто дал поменять коней его убийцам. Верхушка имамата под видом взимания налогов грабила население, злоупотребляла полномочиями. Рапорты Кавказского командования пестрят описаниями случаев сопротивления мюридам. Например, когда шатоевское общество отказалось пропустить к себе наибов Шамиля, шедших для наказания ослушников, или когда горные акинцы, проживавшие на территории бывшего Галначорского района, изгнали своих наибов и отказались от повиновения. Руками одних горцев Шамиль подавлял других. Такая же обстановка зачастую была и в Дагестане. Например, наиб ухальцев, одной из дагестанских сельских общин, Башир жаловался имаму в июле 1946 года. Они отказываются подвергать воров наказанию, которое определяется с нашей стороны. Их массы не подчиняются моим повелениям. Бывали случаи, когда его наибы совершали, скажем, плохие поступки, начинали заниматься обогащением, устанавливать высокие налоги, не всегда справедливы были по отношению к населению. Будучи уже в Калуге, сам Шамиль заметит, что его государство, цитата, окончилось благодаря хищничеству его наибов. В этих условиях горцы переставали считать дело имама своим делом. Уже к концу 40-х годов наибы Шамиля практически повсеместно начали превращаться в обычных феодалов, начали притеснять население, начали творить несправедливости. Естественно, особенно для свободолюбивых чеченцев это было неприемлемо. Дагестанский историк Гаджи Али, современник Шамиля, отмечал, некоторые наибы, искавшие власти, старались придать делам Шамиля другое направление, и все они вообще начали копить богатство и убивать напрасно мусульман, не различая между позволенным и запрещенным, между истиной и ложью. В народе распространились притеснения, казни, сплетни, и так с этого времени, то есть с конца 40-х годов, дела и предприятия Шамиля начинают быть безуспешными. С другой стороны, есть мнение, что Шамиль делал немало уступок именно чеченцам, зная их характер и менталитет. Этого мнения придерживался и советский историк Покровский. Из всех восточных горцев чеченцы больше всех сохраняли личную и общественную самостоятельность и заставили Шамиля, властвовавшего в Дагестане деспотически, сделать им 1000 уступок в образе правления, в народных повинностях, в обрядовой строгости веры. Так, в конце 1840-х годов и подходила к концу блистательная эпоха Шамиля, начавшаяся с таким успехом и размахом, однако имамат в целом пока еще держался на плаву. Так в литературе называют блистательная эпоха Шамиля, так как в начальный период он действительно одерживал успех. Затем уже наступает второй этап, когда с переменным успехом идут боевые действия. К середине 19 века население Чечни просто устало от бесконечной войны. Победа с каждым днем становилась все более призрачной. Воевать, конечно же, всегда воевать и находиться в войне, находиться в состоянии газовата, то есть войны против завоевателя, это достаточно сложное дело, конечно, тяжелое дело. При этом гибнут люди. Следует отметить и то, что к началу 50-х годов изменилась и социальная стратегия российского командования в Чечне. Теперь она стала более гибкой после выдвижения на видные роли князя генерала Борятинского. В 1852 году Воронцов утвердил разработанное Борятинским положение о новой административно-судебной системе в Чечне. Согласно ему, для чеченцев создавался Народный суд, куда входили 3 русских офицера, председатель и 2 заместителя по управленческой и военной части, главный кади для
разбора дел по шариату, 3 выборных старейшины, вершивших суд по адату, и 2 переводчика. Чеченцы сами должны были решать, что им судить по шариату, а что по адату. Это нововведение нашло поддержку среди чеченцев, уставших от злоупотреблений имаматских судов. Таким образом, командование демонстрировало, что оно не будет вмешиваться во внутренние дела чеченцев. Часть народу, конечно, прекращала сопротивление, другая часть продолжала упорно бороться за свою свободу и независимость, за независимость от политики царской России, такой вот крепостнической политики царской России. Кавказское командование продолжало и военные действия против горцев. К этому времени значительно была увеличена и численность войск на Кавказе до 300 тысяч штыков. Войско имама в лучшем случае достигало 30 тысяч воинов. Следует отметить, что население всей тогдашней Чечни колебалось в пределах 200 тысяч человек. В августе 1850 года Воронцов начал большое наступление на Чечню, которое продолжалось до начала Крымской войны в 1853 году. 22 августа генерал Слепцов захватил Шалинское укрепление. Наибы, Талхик и Лабазан не смогли продержаться до подхода подкреплений и отступили. Это поражение повстанцев оказало сильное влияние на Чечню, особенно на Малую. Слепцов в своем рапорте генералу Илинскому докладывал: еще до похода в Шали большая часть малочеченцев склонялась на мирные условия. Удар же, нанесенный силам Шамиля в Шалинской поляне, решил все их сомнения. Вся плоскость Малой Чечни ныне совершенно очищена от враждебного населения. Пользуясь ситуацией, командование с 30 сентября по 2 ноября 50 года переселило в окрестности крепостей Казах-Кечу и Заканюрт 4 аула из Малой Чечни. Таким образом, уже в самом начале 50-х годов имамат потерял значительную территорию. Царские войска планомерно шли дальше и отрезали у имамата части, разоряли чеченцев. Успех в военных действиях был переменным. Так, например, чеченские наибы, в частности Иса Гендергеноевский, захватывают Урус-Мартановское укрепление в 1951 году. Однако стратегического значения захват укреплений горцами по сути не имел, поскольку им приходилось оставлять эти захваченные крепости в силу невозможности в них закрепиться, хотя бы с точки зрения материальных и людских ресурсов. Походы царских войск в основном совершались зимой. И чтобы спастись от царских войск, которые уничтожали во время наступления практически все эти селения вместе с населением, население уходило в леса. Жестокий холод, тогда климат был совершенно другой. И там очень много умирало детей, женщин, стариков. Зимой 1951 года наступление на Чечню возобновилось. С января по март шла интенсивная рубка просек, которые должны были открыть доступ к плоскости Большой Чечни. Летом того же года экспедицию в окрестности Герменчука и Автуров предпринял Борятинский, уничтоживший здесь посевы и хлеба. Был разорен и аул Шали. В сентябре новую экспедицию в Большую Чечню предпринял и генерал Козловский, уничтоживший все население аула Дахин-Ирзу. Это был очередной дади-юрт. Всего в истории Кавказской войны таких дади-юртов было десятки. В результате постоянных нападений царской армии жить в Большой Чечне становилось все более опасно. Однако здесь население не хотело покоряться до последнего. Вместо того, чтобы изъявить покорность, многие жители уходили вглубь Чечни. Шамиль попытался перехватить инициативу и перебросил из Дагестана в Чечню огромные силы, чтобы остановить передвижение царских войск, и решил нанести удар по Сунжинской линии. В сентябре 1851 года по приказу Шамиля наибы Талхик и Атабай напали на казачье поселение вблизи крепости Грозной и захватили скот Грозинского гарнизона. Впрочем, не исключено, что этот самый скот чуть ранее был отогнан у горцев во время очередного грабежа аулов. На обратном пути на отряды Талхига и Атабая напал отряд Альшевского, отбил скот и нанес ощутимый урон. Однако потери несли и царские отряды. Например, в декабре того же года во время экспедиции в Малую Чечню в районе аула Гихи был убит один из самых опытных российских военачальников на Кавказе, генерал Слепцов. Он же чеченцев уничтожал на это, но он был человек лично храбрый. Он, как говорится, вот такие приемы недостойные, гнусные, которые Ермолов, Аргутинский, Долгрудский не применял. И поэтому чеченцы, даже когда убили его в боях с ними, он погиб
в Гехинском лесу. Чеченцы его труп прикрыли и прочее, чтобы его звери не растерзали. Надо отметить, чеченцы уважали храбрых генералов, которые, хотя и были их врагами, и воевали против них со всей жестокостью, вместе с тем не были лишены благородства или каких-либо других качеств, которые нравились горцам. Именами, а точнее фамилиями таких людей чеченцы стали называть своих детей. Например, в Кавказскую войну появилось мужское имя Паскоч по фамилии одного из наместников Кавказа, Паскевича. Другое чеченское имя Баклу, производное от фамилии генерала Бакланова. И, наконец, Сипсо от генерала Слепцова. Вместе с тем генералам Ермолову и Аргутинскому Долгорукову у горцев было совсем другое отношение. Люди, которые воевали бесчестно, которые готовы были заморить маленьких детей, людей голодной смертью, которые готовы были пустить заразную болезнь, чтобы они вымерли, а не просто сражаться. Вот таких людей чеченцы называли, не называли людьми, а их они считали собаками. Вот Ярмол и Аргут, у чеченцев появились в это время собаки. С января 1852 года начинается очередное массированное наступление. Это был настоящий погром Чечни. В этих походах конца 40-х годов и начала 50-х царские войска чаще двигались не с Сунжинской линии, а нередко напрямую из крепости Воздвиженской, из укреплений Урус-Мартановского и других, то есть из самого сердца Чечни. В начале января генерал Борятинский направился в аулы, расположенные по реке Хулхулау, и уничтожил Автуры и Гелдыген с прилегающими хуторами. В журнале военных действий Борятинский так описывает взятие Автуров 6 января. После нескольких пушечных выстрелов полковник князь Воронцов с батальоном веренного ему полка пошел на штурм аула. Несмотря на крутой, почти неприступный берег Хулхулау, на котором расположен известный по богатству и населению более 900 дворов аул, полковник князь Воронцов занял его немедленно. Толпы неприятеля, в нем бывшие избитые решительной атакой, потеряв убитыми и ранеными, разбежались. Солдатам досталась богатая добыча. О взятии в тот же день Гелдыгена Борятинский пишет: в 3 часа аул этот был окружен генерал-майором Крюковским, взят полковником бароном Николаей и сожжен. Войска от Гелдыгена возвратились на ночлег в Автуры, истребив вокруг себя по дороге аулы, хутора и запасы сена. Отсюда Борятинский попытался по ущелью реки Хулхулау пройти к Ведено, но был остановлен отрядами Шамиля. Имам уже подоспел к местам боев. Горцы пушками отбили неприятеля. Борятинский, пройдя всего 5 верст вверх по ущелью, отступил к Шали. Отряды горцев были повсюду. Однако, как пишет генерал, напрасно Шамиль, присутствуя здесь лично с лучшими наибами и мюридами, усиливался восстановить успех, сражался как простой мюрид и несколько раз бросался в шашки. Горцы были отбиты, поход Борятинского показал, что теперь аулы Большой Чечни, благодаря просекам, вполне доступны для царских войск. Но самая главная потеря неприятеля – это упадок духа и влияния Шамиля, который был не в силах спасти своих лучших подвластных от полного разорения. Скот они свой бросали, не могут уже, у них отбирали, сжигали. Они строят там маленькую хибарку, хижину вместо хороших добротных домов. 10 января началось истребление аулов Большой Чечни, расположенных в предгорьях между Аргуном и Джалкой. Были истреблены селения Ченгарой, Цинтарой, Джалии, Салгирей. В каждом из аулов происходили мелкие стычки. Горцы не могли оказать серьезного сопротивления и отступали. 17 января царские отряды двинулись вверх по речке Гойты, к подножьям Черных гор, где, по признанию самого Борятинского, было множество аулов и хуторов, численность дворов которых в общем достигала 1000. Генерал называет такие аулы, как Пхемиттей, Пешхой, Ляшкарой, Шузип, Чунгурой, Дзумсой и Шаухал, лежавшие у самого входа в ущелье недалеко друг от друга. Многие жители даже не успели скрыться в завязавшихся боях и перестрелках то в лесах, то в аулах. Погибло огромное количество чеченцев, в основном мирное население. Все 7 аулов были без исключения сожжены. Значительное население тех аулов из прежде занятых погибло под ударами казаков. Ущелье Гойты было покрыто тучей дыма от горевших аулов. Шамиль с отрядами прибыл на место боев с опозданием почти на 2 дня, 19 января, и обнаружил лишь уничтоженные аулы. То же самое было сделано вверх по течению речки Рошня. В этот день в Чечне всего было сожжено до 2000 дворов. 24 января большому количеству горцев, дагестанцев и чеченцев, находившихся в Саид-Юрте, недалеко от Автуров, было нанесено поражение царским отрядам, проникшим туда до рассвета. Таким образом, мюриды были застигнуты врасплох. В целом экспедиция длилась с января до начала марта. В ходе нее были уничтожены десятки чеченских аулов и хуторов. И все это время, согласно рапортам Борятинского, по всей Большой и Малой Чечне работали 1000 топоров, вырубая леса.
Были созданы просеки по рекам Бас, Хулхулау, Аргун, Рошня, Мартанка, Гойта, Джалка и многим другим. И все это время строительство просек сопровождалось регулярными перестрелками с отрядами горцев. Просеки соединили укрепления в центре Чечни у подножья Черных гор с Сунжинской линией. В это же время в Восточной Чечне с экспедицией находился генерал Бакланов, который выступил навстречу Борятинскому с Кумыкской плоскости и далее через чеченский Герзель-аул. Во время этих походов был взят редут Шамиля, Шуаиповское укрепление на речке Мычик, и уничтожено родовое селение Наиба-Талхига, Серженюрт. За эти 3 месяца в Чечне было сожжено несколько тысяч дворов, убито огромное количество мирного населения мюридов, потери которых, согласно рапортам того же Борятинского, исчисляются тысячами. Потери царских войск, если верить официальным отчетам, составили несколько сотен человек убитыми и ранеными. Борятинский докладывал, много аулов и запасов истреблено, но самое главное последствие этого движения – открытие новой военной дороги вглубь Большой Чечни. После всего отряд производил работы, чтобы окончательно усвоить такое важное приобретение и тем положить твердое основание завоеванию края. В промежутке этого времени войска истребили и разогнали население, гнездившееся в глубине Черных гор, прилегающих к Малой Чечне. Успехи по созданию просек были столь значительны, что сам наместник Воронцов в августе 1952 года прибыл из Тифлиса в Чечню, дабы осмотреть их. Лично в сопровождении отряда проехался по ним и остался доволен. Шамиль все-таки призывал к Газавату. До конца пока он не сдался, он твердо стоял на основе идеологии Газавата. Победа, то есть сражаться с царской Россией до победного конца. Наступление российских войск продолжалось и летом 1952 года. В августе Борятинский совершил нападение на аул Гордали. Жители села оказали ему ожесточенное сопротивление. Село было уничтожено вместе с населением, за исключением 52 человек, попавших в плен. Возможно, кто-то успел скрыться в лесах. На обратном пути отряд Борятинского был атакован горцами. Бой был ужасный, такой, какой редко бывал на Кавказе, вынужден был признать генерал. Отступавшие войска преследовались в лесу чеченцами и были спасены от полного уничтожения подоспевшим им на помощь отрядом Бакланова. Старая тактика горцев на всем пути отступления, где они могут, поставить засады, скопить туда людей, и когда стали отходить, их начали убивать. Доходило до того, что они с ума сходили. В какой-то степени под Гордали повторился поход Воронцова на Дарго 1945 года, правда в меньших масштабах. В целом Шамилю не удавалось остановить медленное, но планомерное продвижение царских войск вглубь Чечни. Шамиль попытался развить успех и в очередной раз ударить по царским позициям вдоль Сунжинской линии. В сентябре и октябре 1952 года, сделав несколько отвлекающих маневров, он напал на линию. Однако Борятинский, уведомленный об этом нападении, принял соответствующие меры и нанес горцам поражение. В декабре 1952 года состоялась экспедиция царских войск в Западную Чечню. И так в течение нескольких лет на подвластных Шамилю чеченских землях истреблялись аулы, посевы, запасы сена, угонялся скот. Перед угрозой голодной смерти горцы должны были либо покориться, либо уйти в горы. Чтобы окончательно уничтожить влияние Шамиля в Чечне, Борятинский в феврале 1953 года выступил в район речки Мычик, где имам, по некоторым данным, сосредоточил огромные силы – 8,5 тысяч конницы и 12 тысяч пехоты. Царским войскам удалось окружить их и нанести поражение. Но военно-политическая ситуация того времени была достаточно сложной. Были, конечно же, набеги, существовали, скажем, у дагестанских народов на Грузию, дагестанцев, чеченцев, кабардинцев на русские укрепленные крепости, станицы и так далее. Но дело в том, что же эти станицы, эти крепости воздвигались на территориях горских народов. В июле 1954 года Шамиль совершил известный поход в Грузию, где он захватил в плен представителей грузинских княжеских фамилий Чевчевадзе и Арбелиани. В следующем 1955 году имам их обменял на своего сына Джамаладдина, которого он отдал в заложники еще в 1839 году при осаде генералом Грабе Ахульго. Вместе с сыном были освобождены еще и 16 пленных чеченцев. Вдобавок Шамиль получил 40 тысяч рублей золотом. Сын Шамиля воспитывался в первом кадетском корпусе, был офицером одного из уланских полков. И вот спустя 15 лет, проведенных вдали от родины, Джамаладдина возвращают отцу. Это был человек, воспитанный уже совсем по другим традициям. Известно, что сын имама тосковал по прежней жизни. Он умер от тяжелой болезни в 1958 году, за год до пленения своего отца.
В годы Крымской войны 53-56 годов активность российских войск в Чечне и Дагестане снизилась. Все силы России были направлены на борьбу с внешней угрозой против Турции, Англии и Франции. Значительно сократилась численность войск на Кавказе в результате их переброски. Это на какой-то период отодвинуло покорение Мамата и, не исключено, вдохновило определенную часть горцев на дальнейшее сопротивление. Если кавказское командование рассматривало это как вынужденную временную меру, то Шамиль, возможно, как помощь свыше, которая приблизила бы победу. Однако после окончания войны на северо-восточный Кавказ были переброшены крупные военные силы и необходимые средства. Численность российской армии на Кавказе в целом вновь была увеличена до 300 тысяч человек, а то и больше. Царская армия развивалась, военно-технический прогресс приносил свои плоды. Например, было введено и нарезное оружие, имевшее большую дальность и точность. Армия же Имамата такими возможностями не располагала. За несколько лет Крымской войны на Кавказе сменилось несколько наместников. Воронцова сменил Муравьев, а последнего в 1856 году Борятинский. Именно при нем и завершится покорение северо-восточного Кавказа.